Скажу, что не сегодня его возили его в пятницу после обеда на больницу Семашко. Возили, значит, на консультацию, скажем так, к эндокринологу и кардиологу. Повезли его в связи с тем, что у него стабильно высокий инсулин. Вот уже на протяжении больше месяца, а то и 2. В районе 12-13. Последний раз в понедельник у него, когда он заявил о желании объявить голодовку, у него было 16, высокий показатель. Поэтому в связи с этим, я думаю, что сотрудники медицинской части и руководство следственного изолятора было принято решение вывести его на консультацию. Его вывозили, провели, значит, консультативные выводы специалиста, значит, кардиологического диспансера, сделали УЗИ сердца. По тем выводам, которые сейчас уже говорили, значит, по УЗИ сердца, как сам пояснил Эдемаган, значит, у него максимальные показатели, то есть они приблизились к критическим отметкам по именно сердечной аритмии. Эдемаган, вот у нас в студии сейчас врач, и он сказал, что на основе вот этого медицинского заключения, которое у нас в руках, он сказал, что написано врачами все в таких общих фразах, и ничего конкретного там нет. Вот вы читали это медицинское заключение? Что думает об этом заключении сам Эдемаган Бекиров? Дело в том, что я в связи с тем, что эти заключения я получил от Эдемагана, поэтому я и направил для того, чтобы специалисты, которые смотрели Эдемагана Бекирова непосредственно в кардиоцентре в Киеве, чтобы они, скажем так, дали свою оценку этим всем выводам. Что пояснил Эдемаган? Эдемаган сейчас на данный момент у него состояние, скажем так, приблизительно критическая. У него очень серьезная отдышка, именно, он задыхается. Слава Богу, Аллах Ашкур, значит, его перевели в камеру уже, значит, медицинской части, и камера намного больше, как он пояснил сегодня мне. Есть возможность, скажем так, открывать окно, и есть поступление свежего воздуха. Он говорит, в этом отношении хотя бы есть большая разница. Есть унитаз, есть отдельная, скажем так, отдельная кабинка, скажем так, где он посещает туалет без помощи кого-то постороннего. Сам справляется с этим, что немаловажно, скажем так. Что касается состояния здоровья, у него на сегодняшний день отдышка его мучает очень серьезно, он спит сидя, засыпает уже под утро, как он пояснил, то есть уже врубается на правый бок и в таком, скажем так, положении он засыпает. Сложность в этом заключается именно сердечный, скажем так, как он говорит, сердечный кашель. Он приблизительно похож, я не доктор, на кашель, именно приступ, когда бронхи к этому, приближен к этому состоянию. Будет ли защита на основе вот этого медицинского обследования требовать изменения меры пресечения политическому заключенному? Дело в том, что сейчас на данный момент у нас срок содержания под стражей это 12 апреля у него. Где-то в начале апреля, числа 8-9, следствие, естественно, будет выходить на продление срока содержания. В настоящий момент моя задача как защиты, как адвоката, подготовить все необходимые документы. Я думаю, что и врачи оттуда, с материка, с Киева, с Херсона тоже будут со своей стороны помогать мне в этом отношении, именно направлять конкретно в каких направлениях больше мне необходимо акцентировать внимание. Со своей стороны готовлю ходатайство о том, чтобы не просто эндокринолог и кардиолог осмотрели и давали свои заключения, а основа это невропатолог, из которого я уже неоднократно говорил, его должен смотреть именно невропатолог. Сагул нас это